Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепередача «Зона особого внимания». И сегодня она посвящена профилактике бытовых преступлений. А вот если женщину избили, заявление написал, потом забрала, да. Женщины по темпераменту, они разные. Одни прям, поднимают, как говорится, это заявление пишут, все и не отказываются. А другие сначала в эмоциональном порыве они заявляют, потом происходит разговор после того уже как фиксации, преступлений, правонарушений, неважно. Побои, они сами по себе раньше были преступлением, сейчас первично это правонарушение. И потом данные женщины, общаясь со своим мужем, он приходит, извиняется, и она пишет отказное заявление. Многие женщины терпят годами побои и издевательства домашнего агрессора, боясь негативного мнения окружающих, потери положения в обществе. Зачастую жертвам просто некуда идти, у них отсутствуют средства к существованию, а из-за многолетнего прессинга их психика сломлена и не может адекватно реагировать на происходящее. Задача участковых – вовремя выявлять и предотвращать возможные правонарушения в бытовой сфере, проводить необходимые профилактические мероприятия на подконтрольном участке, регулярно мониторить проблемные семьи. Что можно сделать в этом случае? В этом случае можно человека на учет поставить, как семейно-бытового дебошира, и таким же образом его посещать. То есть регламентировано у нас раз в квартал такого человека проверять. Да, по такому поводу человек должен именно привлечен быть по, к примеру, статье 6.1.1 административного кодекса, это побои как раз таки, да. Но все равно без внимания такой адрес оставлять, мы не должны. То есть, если один раз побил, он может и второй раз тоже. Минимальное наказание за умышленное причинение легкого вреда здоровью нарушителю может грозить штраф, исправительные работы или заключение на 120 дней. За психологическое насилие, причинение тяжкого вреда здоровью грозит до 2 и более лет пребывания в тюрьме. Убийство приводит к более тяжкому наказанию. А вот что вы могли сказать общественности, куда им обращаться, если такие случаи бывают не редкость, может быть, действительно надо что-то либо делать в этом отношении? Круглосуточно работает дежурная часть, то есть если необходимо участие полиции здесь и сейчас, то, соответственно, делается вызов полиции. В дальнейшем, конечно, зачастую 80-90% эти все обращения не поступают к территориальному участковому. Да? Каждый гражданин может обратиться в дежурную часть своего отдела полиции и узнать территориального участкового.